Тема сегодняшней лекции – это буддийское вероисповедание в семье и буддийский алтарь. Санги чода чогни чогна мла жанчу барду дагни габзо чи даги джинсо джиба санламки доле бенджер санги дубанчо санги чода чогни чогна мла жанчу барду дагни габзо чи даги джинсо джиба санламки доле бенджер санги дубанчо санги чода чогни чогна мла жанчу барду дагни габзо чи даги джинсо джиба санламки доле бенджер санги дубанчо Самчен тамчен дева дан деве джудан дем барджур джин дгнал дан дгнаji джудан джалва джуджик дума меба дева даба да меджева джуджин ерин джагдан джалва таньон цемеба лани барджур джик Самчен тамчен дева дан деве джудан дем барджур джин дгнал дан дгнаji джудан джалва джуджик дума меба дева даба да меджева джуджин ерин джагдан джалва таньон цемеба лани барджур джик Самчен тамчен дева дан деве джудан дем барджур джин дгнал дан дгнаji джудан джалва джуджик дума меба дева даба да меджева джуджик ерин джагдан джалва таньон цемеба лани барджур джик. Менет Кентай Эрмит. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшней лекции – это буддийское вероисповедание в семье и буддийский алтарь. Я сам не обладаю какими-то определенными достоинствами, но так, ставший на путь, принял прибежище трёх драгоценностей, также иду по пути, ученик своих учителей, насколько позволяет возможность, немного расскажу по этой теме. Исторически, как вы знаете, Будда Шакьямуни родился в Индии 2500 лет назад в царской семье. И ему было уготовано старцами предсказание, что или он станет господином своего государства, или станет господином всего мира. Отец Будда Шакьямуни сказал: зачем мне весь мир, пусть он будет господином нашего своего государства. И он оградил от всех его напасти, от всех невзгод, и он рос в довольстве, во всех этих, ни в чем не нуждался. И так он рос примерно до 29 лет, но в его жизни произошло 3 события, которые повернули его сознание. Первое — это встреча была с больным человеком, вторая встреча произошла — это встреча с пожилым человеком, и третья — это процессия с умершим человеком. Это 3 события, которые повернули его сознание, говорят о том, что даже если ты обладаешь в этой жизни определенными достоинствами, богатые, все удовольствия, еще что-то, но это не освобождает от страдания. Богатые страдают от богатства, бедные страдают от бедности. И начал искать смысл, в чем заключается смысл, как освободиться от страдания. И он оставил свое царство, говорят, в течение 6 лет занимался аскезой, искал истину, и, говорят, по дереву Бодхи он достиг пробуждения, пробудился изнутри и повернул колесо учения о 4 благородных истинах. Истина страдания, истина причины страдания, истина искоренения страдания и, собственно, истина без страдания, или благородный 8-ричный путь. Это преподал первое — это правильная речь, это правильное действие, это правильные средства. 4-е — это правильное усилие. 5-е — это правильное осознавание. 6-е — это правильное сосредоточение. 7-е — это было правильное понимание мысли. И, собственно, все это приводит к мудрости, правильной. Вот это благородный 8-ричный путь, который, как вы знаете, она сначала зародилась в Индии, потом в Юго-Восточной Азии, дальше в Тибет, Монголию. И вот наши предки впервые столкнулись с учением Будды. Говорят, исторически это еще со времен Хубилай хана, это китайские династии Юань, когда наши предки приняли буддизм. Это при Карма Пакши, это
последующем, уже когда было Джунгарское ханство, наши арадские племена при великом буддийском монахе Зая-пандите, когда наш народ и Хитсаджин Бичик, и на нем был принят буддизм как государственная религия. И с тех пор наши предки исповедовали буддизм. И также, когда пришли на берега Волги где-то 400 лет назад, также принесли учение Будды сюда. И не всегда можно было посещать храмы, еще что-то. И у каждого были в семье, кто верил в учение Будды, были свои алтари. Раньше они были передвижные наши. А в последующем здесь уже было построено стационарные хурулы, там известные Дунду хурул, Хашутский хурул, и много таких хурулов. Но все равно не каждый мог часто посещать хурулы, храмы, было возможности, поэтому у себя делали небольшие алтари, опору для почитания, опору для подношения. И вот тема сегодняшней нашей встречи — это именно кратко объяснить основные позиции, то, что именно связано с буддийским алтарем. Ну, для чего нужен первый алтарь? Именно алтарь, конечно, исторически Будда Шакьмуни уже давно ушел в нирвану, но в знак уважения мы обычно это, если брать на алтаре, то это опора, бывает тело, это обычно скульптуры Будды Шакьямуни, если нет, там репродукция или там нарисована танка, на самом высоком почетном месте располагается в верхней части, в центре является именно, также это является именно телом Будды. Речью Будды олицетворяет наше это самое номе. У калмыков традиционно это были молитвенники и тексты Дорджа-2 в основном. Сколько встречается именно на почетном месте, именно символ речи Будды, это молитва. Опоры ума Будды обычно олицетворяют это ступы, или здесь можно такой символический алтарь сделать, это кристалл называется, это тело, это форма Будды, там речь это молитва, и, собственно, ум — это олицетворение ступы. Также, кроме трех символов, обычно подносится, самое простое, это семичленное подношение. В данном случае семичленное подношение в виде 7 подношений. Это первое, это у нас вода для омовения, как чистая вода подносится. Вторая — это вода для омовения. Следующее подносится цветы. Четвертое — это благовоние. Пятое — это подносится, собственно, светильник. Потом ароматная вода, собственно, дальше отворяет символически, это называется шалзе, и любые виды пищи подносимы. И четвертое — это раковина, подношение музыки. Если брать исторически, когда-то она пошла, история этих подношений идет еще с Индии, когда индийские раджи принимали всегда своих гостей достойных, они в первую очередь своих гостей, Индия жаркая страна, подносили воду, чтобы гости могли утолить жажду. Вот первое символическое подношение воды, чтобы утолить жажду. Второе подношение, чтобы с дороги, чтобы человек мог омыться, убрать с пыль своих ног. Это было делать подношение. Следующее, традиционно в Индии там подносят цветы, там даже такие вот есть кружевные, если вы видели, подносят цветы. Следующее — это благовонные палочки ароматные, подносит светильник, ароматную воду и, собственно, пищу угощает. И в конце ублажает музыкой. И также традиционно именно в буддизме взято именно внешние подношения. В данном случае вода, когда мы подносим воду, первая часть — это вода для питья, мы подносим
Для чего мы подносим? Для чтобы на нашу опору, в первую очередь, буддизм называется накопление заслуг и мудрости. Когда мы продвигаемся по пути, как опоры, мы представляем Будду как благословение и смотрим на изображение, и тем самым зарождаем в своем сердце веру и преданность, и накапливаем заслуги. И первое подношение мы подносим Будде – это представляем все воды рек, океанов, морей, все то, что связано с водой, мы подносим устам Будды, этим самым мы утоляем жажду наших страстей, говорят. Следующий вид подношения – это вода для омовения. На внешнем грубом уровне просто мы смываем какую-то грязь с себя с воды, но внутренне мы смываем свои внутренние омрачающие эмоции. Следующий вид подношения – цветы. Цветы отделяют глаза Будды. Все то, что красивое мы можем представить в виде цветов всего мира, мы подносим тело Будды. Следующий вид подношения – это ароматное благовоние. Также, чтобы уместить, что тело Будды мы подносим, этим самым также накапливаем неизмеримые благие заслуги. Следующий, это называется светильник, они бывают масляные светильники. Но сам символ – это свет. Свет – это светское подношение. Мы делаем подношение солнца, луна, созвездия, звезды. Все то, что представляет свет, является понятие ясный свет по подношению светильникам. Следующее подношение – это ароматная вода или вода для умерщвления. Парфюм. Следующее – это подношение пищи. В данном случае здесь в виде шалзе. Она олицетворяет любые виды пищи, которые мы можем представить, удалить, сделать подношение. И, собственно, последнее – это подношение музыкой. То, что мы можем представить во всей Вселенной для гармонии. Вот так, в общем, если самый простой, именно этот символизм именно этих подношений называется семичленное подношение. Также хочу рассказать, что какие должны быть божества. Обычно у калмыков часто меня вопрос спрашивают, как располагать, как должно быть. В первую очередь мы выше ставим. Почему? Потому что просветленные существа Будды и Бодхисаттвы, они уже вышли за пределы рождения и смерти, но в силу своих обязательств им это не нужно. Это нам нужно, чтобы накопить заслуги, мы поэтому представляем и ставим выше. Самое высшее в данном случае это само Будда Шакьямуни. По-разному бывает, но символически даже в храме, если посередине Будды Шакьямуни, с правой стороны мужские божества, у калмыков традиционно это может быть Будда Валкитешвара, Ваджрапани, Чарвани, также Манджушри. С левой стороны можно располагать это женские божества, зеленые тары, пражня параметры, белые тары, богини долголетия. И также, кроме этих, есть в буддизме охранители, или по-калмыцки говорят сакёсины, охранители. И в данном случае у калмыков общеизвестно это Махакала, Акон Тенгри. И хозяин места, хозяин это именно Цаганава. Поэтому, если мы когда располагаем на алтаре, в первую очередь мы на высшем поставке обычно ставим это просветленные существа, Будда Шакьямуни и все бодхисаттвы. Чуть ниже можно или с края поставить, или снизу. Это именно расположение защитников дхармы. В этом нету, как можно сказать, какое-то унижение, что-то. Нет, в любом случае, если в данном случае Цаганава, он является именно усна газайзин, говорят по-калмыцки, хозяин местности, но он является не просветленным существом, да, он является союзником буддийского учения, помогает всем, и поэтому у нас особо почитаем, поэтому делают подношения, но всегда какая-то немножко ошибка или неправильное понимание, что Цаганава не может быть выше Будды, потому что он очень не достиг просветления. Если мы делаем подношения традиционные, как я сам это делаю, если мы тоже свой домашний алтарь, и тоже у меня есть 7 чаш. В принципе, вот то, что как здесь было приготовлено, это для тех людей, которые действительно серьезно занимаются практикой, понимают символизм. Тогда можно подносить, как здесь написано, сначала вода для битья, просто чистая вода. Это чистая вода, можно также в него добавлять шафран, чтобы подкрасить, сделать золотистую воду, это еще лучше, как красивое подношение.
Первые 2 чашки, третья чашка это можно наполнять рисом. Ну и как символично там можно поставить свежие цветы, если нет, как бы искусственно можно. А смысл, как видно, как мы подносим цветы. Следующее это также чаша наполнена рисом. И также можно ставить благовонные палочки как символ. Они как бы, некоторые делают ошибку, зажигают. Они просто символизируют наше благовоние, но если видите, зажигает она чуть снизу, отдельно палочка зажигается. Если мы хотим зажечь благовоние перед алтарем, она не зажигается именно здесь, это просто как символ. Зажигается только светильник. Следующий светильник. Также можем, самый лучший, конечно, использовать масляные светильники. Когда я сам помню, где-то давно уже, когда бабушки всегда приносили нам хороший шар-тоsun, всегда как бы у нас не было запаса именно, не было проблем. Но сейчас в современное время, сейчас коровы не так много доит. И сейчас в современном виде как бы используют простые вот эти таблетки, светильники. Ну, в принципе, они тоже качественные, сильно как бы там не дымят, поэтому тоже также можно подносить. За место то, что у нас есть шалзе нарисовано, а так на домашнем алтаре можно использовать любые виды пищи. Можно свежую печеньку поставить, там, конфету поставить, то, что олицетворяет пищу. Как их надо подносить? Утром обычно, когда обычно они должны быть перевернуты. Я часто вижу людей, то, что они вот нальют и забывают, что они могут недели стоять, там еще что-то. Это не есть хорошо. Для чего мы делаем алтарь? Чтобы накопить заслуги, в первую очередь, буин, чтобы действительно мы двигались по пути, чтобы у нас были заслуги. И поэтому мы, когда мы наливаем, обычно слева направо, не сразу наливаем чашу, наливаем чашу, в первую очередь, половину чаши воды, и потом с этой чашки переливаем следующую. Если мы последовательно слева направо наливаем, а потом уже доливаем уже в каждую чашу полную. Именно наливать столько, как любая как бы, хозяйка наливает калмыцкий чай, подносит не больше и не меньше, ровно столько даже налито воды. Утром мы наливаем это, делаем, зажигаем светильники, освещаем, и как бы в течение дня там и наши опоры поддерживаем, читаем молитвы. И вечером, когда мы уже заканчиваем практику, еще что-то, мы должны слить эту воду. Но теперь уже последовательность другая. Справа налево мы также потихоньку начинаем сливать воду. Ну, эту воду можно использовать для питья, ну или можно там полить цветы, еще что-то, какую-то пользу, чтобы была от этого. И вот в таком виде мы оставляем алтарь. Ну, кроме этого, то, что кроме этих символических 7 подношений, обычно можно просто хотя бы, если нет такой возможности, 7 чаш, просто ставить веди, там, там, может быть, чистую воду, там, какие-то подношения, сладости. То, что мы вот днем подносим, ну, неделю не надо держать, надо вечером просто уже убрать, как подношение, как бы, и если что, можно детям отдать, там, съесть, ничего в этом нету. Но в любом случае, это для поддержания. Именно наш алтарь как бы служит таким чистым местом. И также очень много вопросов, где устанавливать алтарь. Ну, обычно говорят, там, в любом случае, как бы мы ни расположили алтарь у себя дома, они будут всегда смотреть на восток, говорят. Поэтому первый, там, если надо, как бы чуть повыше, чтобы маленькие дети как бы не могли там по незнанию ну, что-то достать, разбить, еще что-то чуть повыше, наверное, на уровне груди. Также, если нежелательно располагать где-то в углу его, она в любой стороне слева, но не в углу. В любой стороне повыше. Первое условие домашних условий расположения алтаря. Второе условие, чтобы если вы располагаете в спальне, не спать ногами, это как бы неуважение к Будде, если мы спим ногами по отношению к алтарю. Если есть возможность как бы отдельную комнату сделать какой-то алтарный, если нет возможности какой-то спальни детской, то лучше поставить так, чтобы первое, чтобы дети не доставали, там, не могли разбить, а второе это повыше, да, а второе, чтобы не спать ногами. Вот это 2 условия, то что именно в домашних условиях, как восстанавливать алтарь. А какие изображения использовать? В принципе, как вы здесь видите, вот сейчас уже современно есть красивая рамка, их можно также, если мы ставим, как бы, я просто не поставил, забыл поставить, называется одеть одежду, называется хадаки. Хадаки, если есть, там можно просто или белого цвета, там, это символ чистоты, или как бы святости, желтого цвета. Одно общее, если у вас много божеств, ну, сверху как бы так расположить можно.
Также здесь в верхней части можно и располагать фотографии учителей. В данном случае для нас, калмыков, именно Далай-Лама-14 является нашим учителем. И поэтому также можно располагать на верхней части нашего алтаря. То, что касается, конечно, фотографий там своих близких, еще что-то, вместе с, нельзя смешивать их с фотографией божеств, или как-то в стороне отдельно, или чуть пониже можно поставить, если полочка позволяет, своих родных, близких обычно ставят. Также нежелательно смешивать, обычно там смешивают, как Бог един, говорят, ставит изображение других божеств. Лучше отдельно как-то сделать, там, во всем мы верим. Оно в буддизме, как наставлял мой учитель, лучше как бы отдельный алтарь, если у тебя есть, как бы не смешивать, желательно так делать. Скульптуру Будды, купленную там, установить на алтарь? Или прежде нужно будет прийти в Курул и осветить? Сейчас есть много этих скульптур, алтарей, там разные, из железа, с меди, там, может быть, из как бы такого камня или там. В любом случае, в данном случае, если мы покупаем там, здесь у нас, да, вот есть она металлическая, и если внутри она пуста, то и обязательно надо принести мастера, рекламе, который может заполнить ее. Статуя пустой как бы не должна быть хосна. Если мы пустую статую держим, она как бы она хосна, она там шелмус, говорит, можно заселиться, и что-то. Поэтому, когда мы специально там отнести лычкуру, там, если статуя большая, то там специально делается цокшин, и там закладывается сан, там определенные молитвы божества, в данном случае там защитные молитвы, и запечатывается, и вот, освещается, и тогда действительно как бы как опору, действительно для, как лама когда освещает, когда открывает глаза, и в этот момент действительно все Будды пробивают и дают свои благословения. Да? Если у нас маленькая статуя, то там небольшой зум. В любом случае надо, чтобы не было пустым, вот это главное условие. Сейчас бывают такие, как бы, иногда приносят там, что невозможно там ничего не заполнить. Я говорю, поставьте лучше там в зале, как у вас же есть же объекты, красивые картины, там еще что-то, в этом месте поставьте, как бы. На алтаре это все-таки должно быть действительно заполнено, если мы классического будущего Кямой или другие божества обязательно заполнены, да. А можно ли в качестве подношения пищи мясо преподнести? Вот мне просто раньше, помню, мы всегда преподносили мясо, потом сказали, как бы нежелательно, но все равно я замечаю, да, что люди преподносят мясо. Традиционно мы скотоводы, калмыки, то, что у нас здесь богатство, самое лучшее, первая часть пищи, дэджи и еще что-то, да. Я вспоминаю такой случай, когда Далай-Лама-14 приехал. Это молодым человеком был, поехал в Лаганский район, и там они поднесли толга, там голову толга, еще что-то. Кто такой Далай-Лама-14? Это живое воплощение Будды Авалокитешвары. Для него живые существа все родные, все, не исключение никто не ставит, все живые существа равняются его родными детьми, поэтому мы не можем как бы, так поднести собственное дитя, еще что-то. Символически, конечно, можете поднести в этом, раз уже она у вас приготовлена, еще что-то, раз уж традиционно есть, можно, наверное, А так вот достаточно то, что вы там поднесете там чай уже является драгоценностью, весь вид напитки уже хорошо, там, что там, борщики, там, еще что-то, этого достаточно. Если у человека есть желание, можно. А вот пища, которая была преподнесена, вы сказали, вечером можно его брать. У нас обычно всегда, дети, да, могут съесть, или залупин может съесть. А если нет ни детей, ни залупин, женщина может? Я думаю, что любой человек может съесть. Вы же поднесли, мы же не съели, а поднесли, как подношение, потом, да, это можно. А каким животным можно? Или животным можно же потом? Да, можно где-нибудь повыше оставить, там, пусть на землю не надо ложить, пусть где-нибудь повыше, чтобы птички скрывали, еще что-то там. Как я слышал, что казахтан нельзя. Лучше повыше где-то оставить, а там уже как природа распорядится. Кто съест, тот съест, да. А так 3 дня оставлять тоже это не нужно, там некоторые оставляют
иногда приносят сухие такие прям с алтаря недельные вортики, еще что-то. Ну, как бы по незнанию. Но если подносим, мы, как написано, мы должны все подносить чистое. Как бы первая часть, все то, что мы считаем самым дорогим, мы подносим. На самом деле, с чем это связано? Для чего? Чтобы накопить заслуги. Кому это? Это Буддам не нужно. Это нам нужно, чтобы накопить заслуги. И мы подносим все то, что хорошее. Если подносим, это не значит, что мы должны 3 дня там держать, что-то поднесли, и вечером, конечно, отдать. Да? Все чистое, самое, в первую очередь, мы подносим. Ну и поэтому старается не просто потом выбросить, а где-то оставить на чистом месте и быть самим спокойным. Вот. Хорошо. А вот по поводу размещения алтаря, должны смотреть на восток. А если вот никак не получается, можно, чтобы посмотрели на юг? Я же говорю, что любое расположение, где вы как ни поставите, хоть на север, на юг, оно всегда будет считаться, что оно да, поэтому единственное, как говорил учитель мой, что в угол не надо ставить. Обычно некоторых я вижу, в углу ставят там. Бывает угловые, это неправильно. Да. Это учитель мне говорит, что это неправильно. Или ставят в любую сторону, но не в угол. И она будет олицетворять, что все равно она будет смотреть на восток при любом расположении. А вот цокце, да, в котором мы этот огонь преподносим, как только прогорит масло в лампадке, нужно наполнять и оставлять для следующего раза? Ну, и желательно наполнить. Как всегда, холодно нельзя ничего оставлять. Вот если вы чашу оставили вот так открытой, да, слили и оставили открытой, это как пустая чаша. Знаете, обязательно надо переворачивать и очищать. Это тоже называется символизм. Когда мы наливаем воду, мы накапливаем заслуги, подносим. Да, когда мы выливаем, мы тоже представляем. И когда протираем, как бы мы смываем свои наши омрачающие эмоции, очищаем себя как будто. Потому что, как везде, алтарь, это как бы желательно хорошо так делать. А если там цокце, да, лучше поменять, поставить там свежую, не зажигать, там, если решили, там мало сгорело. Но лучше вот так не оставлять. Я часто вижу, они оставляют, там уже прогорело, там, конечно, всем некогда, но в любом случае, то, что связано с алтарем, то хорошо. Еще один момент. Вот эти рис, которые мы наполняем, если мы выполняем, как здесь у нас показано, там 7-членное подношение, там рис насыпаем, желательно каждый 15-й лунный день как бы менять эту рис, обновлять его. Обычно, если вы как бы постоянно не можете заниматься, хотя бы мацикадар там 8-й день наполнен, так сделать 15-й или 30-й лунный день, как бы. Почему в этот день? В этот день, когда наши заслуги увеличатся уже много раз. Если обычный день подносить, а в этот день, как обычно, то ли 100 раз, или 1000 раз заслуги наши увеличиваются. А также можно просто подносить чистую воду. Если у нас не обязательно, если у нас нет риса, просто чистую воду. Потому что вода по своей сути, она является драгоценностью. В воде уже как бы есть все ингредиенты, которые мы хотим поднести. На самом деле вода как бы для калмыка точно источники всех, где есть вода, всегда содержат в чистоте. И поэтому она источник блага всего. Если есть вода, там есть будет пища, есть пища, как бы всегда все то, что происходит от воды там. Поэтому можно просто наливать воду днем слева направо, а вечером сливать справа налево, как бы насухо протирать и складывать. Если светильник, просто наполнить и оставить. Вот. С рисом. Рис можно просто в чистое место высыпать. Под дерево или повыше, чтобы птицы клевали, или что-то. Чтобы какая-то польза в этом как бы была. Хорошо, да. А так, кроме этого, можно подносить там цветы, там обычно, там не только махану, там еще что-то. И просто то, что есть, цветы можно подносить. Все то, что мы считаем как бы чистым, то, что от всего сердца мы подносим, на самом деле это как бы называется накопление заслуг и мудрости называется. Опора для вдохновения. Именно для этого предназначения. И самое главное, памятование, что мы помним, что у нас есть алтарь, что иногда мы хотя бы вспоминали, что там есть Будда, есть место, где мы можем помолиться там, за собственное благо, ради блага своих детей. Вообще хорошо это
Ну, как говорят, как в любом доме, когда мы в своем доме, когда мы обустраиваем, как мы обустраиваем? Все мы делаем красиво же, там, мебель у нас красивая, интерьер у нас красивый. Также и здесь, как бы, мы также, если мы хотим содержать алтарь, это тоже очень важно содержать его. Я считаю, что действительно это то, что приносит плоды, хотя бы не в этой жизни, в следующей жизни. То, что дворцы, там, еще что-то, да, это красиво. Кому-то не достанется. Но то, что мы делаем, мы накапливаем заслуги. В буддизме именно важно как бы наши накопления благие. А это одно из таких считается накопление благих заслуг. А лампадку с утра зажигаешь нужно, да? Или вечером? Ну, это от вашего... Мой учитель говорил так, самое лучшее время – это утро. Ну, бабушка почему-то вечером зажигала. Он так говорил, самое лучшее время для подношения – это утро. Или там чтение молитвы, там, это утро. Если, говорит, вы не успели утром, ну, говорит, в обед зажгите, там, поднесите. Если вы не успели, говорит, в обед, говорит, вечером поднесите. Или там читайте молитвы. Если не успели вечером или ночью, чем не делать никогда. Ну, поэтому, как вам удобно, как считаете нужным, то это обычно, как на рассвете, с утра там поднести, зажечь светильник. Ну, от вашего времени, от вашего как бы, желания, как это сделать. Ну, нет такого строгого там вечером или утром зажечь. От вашей способности. Если такая ситуация, что уезжаешь из дома на несколько дней, что с алтарем делать? Ну, я думаю, лучше, если некому ухаживать за вашим алтарем, конечно, все это перевернуть, не наливать с утра, там, все это аккуратно вытереть. Самое главное, то, что они должны быть перевернутые. Перевернутый смысл, там ничего не наполняется, ни плохое, ни хорошее. Как бы, на этот период, который у вас нет, лучше оставить. Я так лично сам делаю. Я если уезжаю, все это я переворачиваю и в таком виде оставляю. Светильник заправляю, но он заправлен стоит. В любом случае, поэтому так обычно поступаю. А можно вопрос задать? Вот у меня ушедшие есть родственники, да, ну, сын. Вот, я его фотографию держу на алтаре. Думаю, мне так спокойнее. Можно или нет? Бурхназар, ну, как бы он просто сбоку стоит. Я каждое утро молюсь за его лучшее перерождение. Можно держать Зургин? Ну, лучше где-то рядом держать, но вот рядом ставить, ну, как бы, не нужно рядом ставить. Ну, где-то рядом поставить, чуть ниже должно быть. Ну, вы всегда помните об этом, правильно? Ну, учитель советовал так, что если есть просто изображение, чуть ниже поставьте, также. Не смешивайте так рядом там, с бурханами, там еще что-то там. Если там какой-то просветленный йогин, там, бакши, как бы, ну, это можно поставить. Но если там как бы не был человек, который, ну, наш близкий человек, но, может, так сильно не практиковал, еще что-то. Но... А то, что вы молитесь, это хорошо, да. В любом случае, это важно, как называется в вокал-музыке молиться дюряль, да, молитва, благопожелания. Читать это хорошо. В комнате, в которой установлен алтарь, ночью обязательно оставлять какой-то источник света? Или можно и в темноте как бы оставить алтарь? Ночью? Ну, в принципе, можно и оставить в темноте, там, ну, или какой-нибудь светильник там для себя поставить, если случайно там увидеть еще что-то. А так, вот, прям такого предписания нет. Там. Ну, лучше, самое главное, чтобы вы уверены были, что-то не горит, там, чтобы ничего не перегорело, еще что-то. Лучше оставить так. В этом нету. Хадаки приводят, да, и вот год проходит, а я худер хадак. Портится? С Бурятии привозят. Ну, обычно, если хадаки, там, ну поверх обычно ставят. Или там спереди. Ну, для себя. Длительное время, да, так хранить? Ну, потом можно их, если они запылились, если они не портятся, можно простирать, там, помыть его, еще что-то, и какой-то чистый какой-то день опять поднести его, если там запылились. Там. Ну, если как подношение делать, да, в принципе, символически, если мы делаем подношение, есть такие санскритские слова, когда вот мы приготовили все свои подношения, обычно, ну, можно держать такой сосуд, если у вас нет, специально бумба называется, можно просто павлиное перо, это почему всегда бывает, или стравакуша, из него там с водичкой. Первое, когда мы как бы окропляем,
и произносят такие слоги рам, ям, кам. Это как бы первый рам, это огонь сжигает все нечистое, все наши подношения сжигают все нечистые. Рам, ям, это ветер как бы сдувает все нечистое. И кам, это вода, очищает все нечистое. Рам, ям, кам. И слоги такие ом, а, хум. Она символическое наше подношение превращается огромное, как вся Вселенная, не только вот в этой чаше, а как вся Вселенная мы подносим, преобразуем невыразимое, как вся Вселенная подношение. Вот обычно, вот, если для себя есть источники, вот такие вот. Ну, если не можете, просто ом, ахум сказать и все. Или вот рам, ям, кам. Сейчас везде они есть. Это символы, как бы огонь, ветер и вода. А потом мы их увеличим. То есть ты забираешь, ну они же не могут там долго лежать, да? Да, вот днем, если поднесли, вечер, утром, когда вы освещаете, а вечером, есть такие специальные молитвы там, ну просто хотя бы просто умахом скажете, уже достаточно. То, что вы как бы накопили как бы заслуги и как бы убираете вечером, да. Я поздно пришла, задавали, наверное, уже вопрос, где должен стоять алтарь? Где стоять алтарь должен? Ну, если вот в домашних условиях, он может быть везде может стоять. Ну, говорят, лучше не в проходе, первое, да, не в проходной комнате, ну, где там туалеты, если в домашних условиях, два условия. И вот это основные, как я сейчас объяснял, повыше ставят там, чтобы от детей, чтобы дети не могли там тронуть еще что-то. Второе, как бы не спать ногами, если вы это ставите в спальне, чтобы килярин нельзя. Это как бы неуважение к Будде оказывать еще что-то, поэтому надо располагать так, чтобы она вот это два условия, которые в домашних условиях. А по направлению тоже говорю, любое, где бы вы ни поставили, она будет всегда смотреть на восток. Поэтому не обязательно прям так точно направлять на восток. Если у вас дом для этого не приспособлен, точно может. Поэтому вот так это делается. На кухне можно ставить, где мы варим. Говорят, что когда мы варим, вот эти все пары яств вкусных, как бы до них доходят. Да. Ну, я думаю, что не как проходная комната, лучше какой-нибудь чистой комнаты. Или, если есть возможность, чистая комната. Если нет, там спальня или детская, там еще что-то, ну, повыше. На алтаре должно быть 7 чашек, да? 7 или 9. Ну, вот обычно вот 7 чаш. Если мы прям практикуем, вот как вот здесь показано, 7 чаш. А так можно просто, если у вас нет возможности, просто уснуть, поднести, это также будет олицетворять там все виды подношения на себя. Можно умственно представить еще что-то, если нет возможности, 7 чаш. Еще какие чаши, я не рассказал, какие чаши. Но самое лучшее, там говорят, обычно используют медные чаши, ну, для подношения. Если не медные, то сейчас можно, вот как здесь металлические чаши, или также можно, там сейчас разные есть, как бы фарфоровые, красивые, да, чаши. Ну, и Чашечка с водой только один раз меняется, да, в день? ну, лучше вот, для себя, например, я вот в таком расположении, если я серьезно занимаюсь практикой, действительно накапливаю заслуги, то я как бы вот, именно как здесь показано, 7-членное подношение, там, как есть. А так можно просто подносить воду. Просто иметь 7 чаш воды, это то же самое будет олицетворять. Ну, можно светильник уже отдельно или спереди, или как бы внутрь ставить отдельно 7 чашек воды, и светильник можно отдельно зажигать. Ну, если там нет такой возможности, ну, хотя бы одна чаша будет также, ну, чистая, тоже так же можно. Светильник, благовоние, вода. Первая вода – это для питья, вторая вода для омовения, третья – это цветы с рисом, может быть, ему. Четвертое – это благовоние, пятое – это светильник подношения. Шестое – это благовонная вода или ароматная вода, как парфюм, шалзе. И, собственно, дополнительно это уже раковина, это музыка подносится. Это символичное подношение. Это то, что еще со времен Индии называется крия-тантра. Ну, вот именно такие подношения, как бы оттуда взято. Это мы делаем. Если у нас нет возможности, просто мы утром подносим чай, хотя бы если есть изображение, там, ну, дейджи
всегда мы чай варим. В первую очередь, как мы подносим чашку чая, если подносим, уже достаточно. Как бы, какой-то любой день, как бы, всегда это должно быть осознавание полное. Прежде чем амундан, чтобы взять, первое лучше поднести, как бы, первую часть. И все живые существа, которые испытывают, наши родители, пусть они будут полная чаша. И там все отвергает, любые виды подношения. А можно вообще алтарь не держать дома? Не держать? Ну, это как бы от вас. Если вы в уме можете представлять, там, если у вас есть вера. Там. А для чего алтарь? Именно для зарождения веры, преданности. На самом деле, как бы, чтобы у вас как бы, внутренне как бы, двигало, то это как опора хорошо это делает. Если вы не считаете нужным, ну, если у вас просто есть учитель, там достаточно, там даллама, если есть, этого тоже достаточно. Но если вы умственно можете представить, если ваше воображение насколько есть, вы можете символизировать, это тоже определенный символизм всех этих подношений, которые подносят. Но в любом случае они направляют наш ум именно к лучшему, как бы это ни было, для накопления благих заслуг. Как говорил Будда Шакьямуни, если хотим мы себе счастья, мы должны стараться накапливать добродетельные поступки, воздерживаться от недобродетельных поступков и овладеть своим умом. Вот то, что сказал Будда. Если это мы исполняем в жизни, тогда, может быть, не нужен алтарь. Всегда мы по жизни, если идем с этими учениями, то, может быть, и не нужен алтарь. Скажите, у многих встречаешь дома два алтаря. Два алтаря? Ну, это, я считаю, то, что у нас есть такое понятие манабархун, там, танабархун, там. Они разных вероисповеданий. Ну лучше отдельно держать. Ну, отдельно, но в одной квартире. Ну, ничего страшного, да. Смешивать тоже как бы это, не есть, я так думаю, не есть правильно. А если есть отдельно алтарь, пусть каждый верит своим богам. Если помогает, если приносит пользу, то, я думаю, любая там религия в своей основе как бы то же самое, как и в буддизме, как бы доброе сердце по отношению к уважению ко всем. Так что можно. Вот смешивать не нужно. Поэтому часто такие вопросы, когда обычно часто приглашают, там, еще что-то. Ну, обычно еще вопросы, я говорю, то, что связано с расположением божеств. Я сказал, что в верхней части всегда должны быть просветленные существа Будды и Бодхисаттвы. Не потому, что они там, как бы сказать, они просто уже вышли за пределы наших страстей, как бы силу сострадания и проявляют их. Поэтому знак уважения мы как бы, даже если часто видите танк, она выше находится. А то, что охранители всегда как бы снизу, как бы, они как бы защитники дхармы, они охраняют людей. И в данном случае как бы Цаганава, как бы его место, ну, как охранитель, он является защитником. Поэтому чуть ниже даже, как я здесь расположил, как бы, такое не должно быть как бы выше. Часто иногда просто объясняю людям, говорю, что Цаганава, да, действительно является охранителем. Вот в нашем храме, как бы, если в рамках этого, я скажу историю, скажу, что именно связано с Цаганавой. Есть еще калмыцкий охранитель Дайчин Тенгри, наш коренной учитель, Намкадр Мираджан Рипачи, когда бы приехал в Калмыкию в 2010 году. Он не простой учитель, а учитель, обладающий видением. И мы ему задали вопрос. Первый приезд, есть ли у нас в Калмыкии свои охранители? И он нам не ответил. В течение 2 недель мы возили по Калмыкии. Храма даже не было ничего. У нас маленький домик был здесь. И мы вот возили по Калмыкии, потом обратились к Шаджи-ламе. Он учение там проводил в центральном Хуруле. Давал посвящение, ездил по Калмыкии, и завершающий был у нас уже здесь, в Троицком, где наша ДК. Вот перед ДК был, так называется, ритуал, джинсек называется, огненная пуджа. Вот как бы завершена к завершению, мы делали подношение. И в конце, когда он закончился мероприятие, он посадил нас и говорит, вы, говорит, мне задали вопрос день назад, что... И на тот момент я, говорит, не мог ответить вам. Как я могу ответить, если я не знаю? Ну, по прошествии недели, действительно, как бы, когда он давал посвящение центральному Хуруле, как бы перед ним, как бы его личный охранитель обратился, сказал, что с вами хотят встретиться охранитель калмыков. Ну, не знаю, как это происходит, но в любом случае, когда он там давал
посвящение, и в этот момент как бы, перед ним как бы, проявилась свита. В первую очередь перед ним проявился наш калмыцкий хранитель Дайчин Тенгри. Он был один на синей лошади, в доспехах. И вместе с ним была супруга, даже есть супруга. И окружение 4 министра. И вот с этого момента как бы, он зародил связь с калмыцкими божествами, составил молитвы, и с тех пор как бы, в нашем храме всегда, каждый день подносятся молитвы, в том числе всем защитникам храма, в том числе и молитвы подношения защитнику Калмыкии Дайчин Тенгри. Это в первый приезд был. Следующий приезд, он уже без нас, когда также мы ездил по Калмыкии, давал посвящение, и он сказал, что у вас есть еще один охранитель. Он, говорит, и в первый раз приходил, говорит, он, говорит, первый раз он приходил, вдалеке стоял, говорит. В этот раз он, когда он, говорит, на рассвете пришел ко мне, говорит, высокий пожилой мужчина, говорит, с посохом стал бить посох и сказать, что я, говорит, здесь хозяин, вы, говорит, составили, говорит, небесного хранителя молитвы мне тоже составите, я тоже как бы могущественное существо. И с этого момента также учитель зародил с ним связь. И вот именно Цаганавы мы также составили молитвы, особые молитвы. И с тех пор, как мы делаем подношения каждый вечер или утром, и вечером молитвы, в том числе Цаганава, специально для этого лепятся балины, подношения, как он, как бы, мы читаем также для защитников Калмыкии. И кто желающий, кто захочет, также может читать эти молитвы. Он сказал, что чем больше людей будут читать эти молитвы, обращаться, тем больше для них самих пользы. И как бы ключе, сила растет от этого, взаимосвязь. Поэтому его почетное место также у нас, как бы Цаганава, занимает свое место. Ну, как бы надо правильно к этому относиться. Немножко некоторые... Поэтому такой вопрос возник, именно что такое алтарь, как правильно располагать его, как правильно делать подношения. А вот по поводу того, что нужно высоко расположить алтарь. А как высоко? Ну, выше своей головы же нельзя, наверное? Нет. Ну, примерно как маленький 3-летний ребенок, чтобы не мог дотянуться. Это примерно вот так вот. Когда они еще пока не осознают свои действия, но и могут что-то уронить, там, еще что-то. И вот, чтобы, я как учитель мне говорил, как вот, чтобы дети не могли достать, первое условие, не сломать что-то. И второе, ногами не спать. Вот 2 условия. Поэтому для себя определяйте высоту. Ну, говорит, на уровне груди вот, примерно. Вот. Если есть возможность располагать алтарь. У Контегри это хранительница. Это хранительница, она является хранительницей. Она не только калмык, она всех буддистов является очень... Вот если посмотрите, вот справа там у нас, вот нижняя часть, вот это у нас называется прибежище, вот нижняя часть, вот столько хранителей. В том числе там есть Контегри, их очень много охранителей. Самый главный центр это Махакала. Ну, у нас самый почитаемый, это у нас у калмыка, это Контегри, одно из божеств. И Махакала тоже, это тоже является хранителем буддийского учения, могущественные существа, как бы, но очень строгие. Если мы делаем подношения, как бы они выполняют наши поручения, активности это умиротворения, активности увеличения, активности подчинения или активность как бы убирать препятствия. Вот их как бы назначение защитников. А в другом местности она по-другому называется? По-другому, ну, ну, там много есть проявлений, но по калмыцким, да, Контегри, да. Она на муле изображена, на муле изображается, верхом на муле. Скульптуру Будды можно использовать и в качестве украшения, допустим, дома, да? Можно. Ну, если которые там уже никак невозможно там, исправить что-то, еще что-то. Есть там в основном вот Юго-Восточная Азия такие Будды, там, как красивые, как, ну, можно как использовать, как произведение искусства можно использовать, да. Можно. Ну, в любом случае на почетном месте поставить, нет там, я видел музей, где-то на полу стоит, не есть хорошо. Ну, лучше где-то повыше, чтобы она радовала глаза в первую очередь, там, ну, направляла к светлому, вот это хорошо использовать, да. Спасибо всем за вопросы. У нас насколько позволяет способности, как бы
рассказал, что такое домашний алтарь, какие делают подношения, что символизирует там, а тело, еще раз повторюсь, тело — это форма, это танка, там изображение, речь — это молитвы, вернее, номе, которые символизируют, и символ ума — это ступы или, как бы говорят, кристаллы. Сунам ди даче зебани добана барана баджене кегана джебало зубае зубазало джаваджа ваджа унчанчо зунчо римаджи маджи бани джемне джема меба меба янгоно гондо белмажа илоджо зорилоджи залдерне зеджеба ме чочо джозо набада меже джеже гилазо надане заня гонджо гонга гонда езо зазоре гананя юрме дуге джеле роджи жо